День поля символично отмечают в чистом поле. На этих гектарах чернозема в скором времени начнут работать люди, связавшие свою жизнь с возделыванием земли. А пока агрономы республики празднуют начало весенних полевых работ. В аграрной республике всегда ценилось то, что дала земля в симбиозе с человеческим трудом. Разнообразие этих ценных даров можно увидеть и на прилавках многочисленных выставочных рядов. Свою продукцию на ярмарке представили не только местные фермеры, но и из соседних республик. Здесь сельхозпродукты на любой вкус. Полукопченые колбасы, вареные колбасы, сосиски, сардельки, заморозка у нас в большом объеме есть, вареники, пельмени, котлеты. Прилавок с консервами от ГУПа «Атлас» после нескольких часов ярмарки почти пустеет. Предприятие еще в прошлом году выпустило 15 тысяч банок соленых огурцов и помидоров. Главная особенность продукции – консервируют овощи не в уксусе, а с лимонной кислотой. Помидоры, собственно, в соку есть. Вот они находятся. Есть помидор с зеленью, салат кубанский. Острый перец. Так, собственно, за контроль-литровые банки. Вот новое наше начало, это заложено в прошлом году, это сахтон, острый перец с листьями. Магомед Евлоев будто в золоте среди добытого горного меда. Опытный фермер из Галашки, кроме разведения крупного рогатого скота, занимается пчеловодством. Горный мед считает самым лучшим. Чистый липа дает, разнотравие. أنا موز دير ديشن هزايا هاج يارماركي ديحون خنوسا حبيان ديحون تخموز درج موز دقيسا موز فيه خوش بوشنا داده هر ديحون. На празднике поля, может показаться, не хватает полевых цветов, но и их здесь достаточно, нужно лишь посадить. Прилавки с цветами выбиваются из общего ряда разноцветными красками и обилием зеленого цвета. Такая вот своеобразная экологическая акция, где продают семяна, луковицы разнообразных растений и цветы. Множество хризантем разных видов. Ирисы, гибридные, карликовые. В общем, цветов море вот так. И летников мы садим, декоративных, те, которые на клумбы высаживаются, комнатные цветы. Выбор очень большой. И точно так же там мы разводим вот это туи, можжевельники, ели, голубые, зеленые, в общем, саженцы фруктовые разных деревьев. Разбрасыватели минеральных удобрений, зерновые сеялки, аграрии, участвующие в ярмарке, невольно бросают взгляды на выставку новейшей сельхозтехники. Пожалуй, и они могут найти здесь то, что нужно для полноценной работы на поле. Я пожелал бы всем, чтобы урожай был хороший, кто скотоводством занимается, была прибыль, чтобы они все добросовестно, как надо, работали. Дым костра застилает всех на празднике поля. Своим манящим запахом прилавки с готовой едой обеспечивают себя большой очередью желающих попробовать ингушскую, кавказскую и узбекскую кухню. С пылу с жару вареным мясом, шашлыком, национальными лепешками и халвой всех гостей праздника угощают бесплатно. К празднику начала полевых работ присоединился и глава республики. Юнусбек Евкуров обошел выставочные ряды и обратился к присутствующим с приветственной речью. Мы увеличили поголовье крупнорогатого и мелкорогатого скота, и производство и молока, в том числе и яиц и так далее. Поэтому у нас по всем направлениям идет рост, но до среднестатистического дойти нам нужно подтянуть и животноводство, как я говорил, и молочное производство. Приоритетными направлениями для нас с вами по развитию сельского хозяйства является привлечение частных масштабных инвестиций. Это необходимость, у нас нет больших площадей, тем не менее мы выполняем огромные задачи, большие задачи, находим некоторые направления, где мы можем реально конкурировать не только на внутрироссийском рынке, но и за пределами России. В этом плане у нас хорошо идет садоводство. Вы знаете, сад-гигант Ингушетия, который сегодня является реальным конкурентом не только для
наших внутренних производителей, является реальным конкурентом для заграничных импортеров. На фоне белоснежных вершин тракторы местных механизаторов смотрятся как гоночные автомобили. Это сравнение вполне уместно, ведь механизаторы будут соревноваться между собой в скорости и в качестве работы. Показать навыки управления сельхозтехники вышли на гоночные дорожки 8 механизаторов нескольких местных ГУПов. Стартуют трактористы так же громко, как и принято на гонках, вполне оправдывая название своих машин. Механизаторам наготове старт дает сам глава республики. В этот ясный день после обильных дождей у аграриев есть все предпосылки взрастить обильный урожай. Осталось лишь приложить немного труда. Залина Могушкова, Хаваш Гойгов, Новости 24.